Минерально-сырьевая база Республики Саха-Якутия сформирована в 1925-80-х годах. Всего разведано свыше 1500 месторождений 53 видов полезных ископаемых, в том числе более 700 золотоносных. Самым старейшим золотодобывающим предприятием Якутии является Алдан Золото, образованный в июне 1924 года. В этом году золотоизвлекательная Куранакская фабрика отмечает свое 50-летие. С начала эксплуатации месторождений суммарная добыча из недр составила 348 тонн золота. Куранакское рудное поле объединяет 11 уникальных золоторудных месторождений на площади 150 квадратных километров. Крупнейший из них является месторождение Дельбе в 5 километрах от фабрики. Отработка этого месторождения началась с 1970 года. С того времени добыто порядка 17 миллионов тонн руды со средним содержанием более 2 грамм. До 70% от Куранакского рудного поля, где-то 65-67% по теоновым кондициям сосредоточено вот именно здесь, на восточном фланге. И вот именно было уже сказано, что месторождение Дельбе одно из крупнейших в составе Куранакского рудного поля. Залегание неглубокое, до 100 метров. Вот видите, даже уже эти горизонты, которые отработаны, это 5-6 уступов, 60 метров, если еще понижение. И этим как раз характеризуется все Куранакское рудное поле. Нам не надо там за 100 метров лезть в глубину. Нет здесь вопроса шахтной добычи. Это открытые горные разработки. На крупных горных предприятиях без не менее крупных автотранспортных средств не обойтись. Именно они, БелАЗы и КАМАЗы, и те, кто обслуживает, ремонтирует автотранспорт, являются связующим звеном между горой и фабрикой. Подразделение состоит из технологической колонны и транспорта общего назначения. В ангарах ждут своего часа 120-тонные КАМАЗы и 130-тонные БелАЗы, перевозящие руду для фабрики. К слову, пробег каждой шины составляет 40 тысяч километров. Одно колесо для 120-тонного самосвала весит вместе с диском 3,5 тонны, а ее стоимость равняется 650 тысячам рублей. После карьеров добытая руда поступает на обогатительный комплекс «Надежный», где с недавних пор ведется разработка технологии переработки руды методом кучного выщелачивания. Впервые свою работу участок начал в 1994 году. Руда сюда завозится автосамосвалами на переработку. Данную руду мы подготавливаем и укладываем в штабеля, чтобы организовать именно сам процесс кучного выщелачивания. Получаем растворы и, соответственно, получаем готовую продукцию, это катодный осадок. Плюс в том, что мы значительные объемы с минимальными затратами можем вовлечь в технологии. На фабрике технология очень энергоемкая, и туда, чтобы экономика получилась положительной, туда должны были завозиться более богатые руды. То есть более бедные руды туда нерентабельно везти. Данная технология позволяет их перерабатывать. В будущем компания планирует строительство специальной площадки с большим объемом, ближе к карьерам, чтобы сэкономить на перевозке руды. Единственный минус – это климатические условия Якутии, которые не позволяют круглый год заниматься добычей золота. Обогащенная глиной, цинком, вредными металлопримесями и содержанием золота, руда поступает из надежного в цех рудоподготовки. Штованная руда, то есть усредненная по показателям золота и вредным металлопримесям, которые затрудняют обогащение по определенному стандарту. Мы ее перемешиваем, то есть по содержанию, по литологическому составу, дабы повысить показатели извлечения, и отгружается на фабрику, то есть обеспечивает фабрику бесперебойной работой 24 часа в сутки, 365 дней в году. И, наконец, конечным пунктом добытой руды является святая святых – Куранакская золотоизвлекательная фабрика. Это огромное здание, словно лабиринт, где можно затеряться, а без специальных наушников оглохнуть от шума работающих мельничных транспортеров, сгустителей, оборудования фильтровального отделения, загрузочного бункера и других технических установок. Именно здесь производится тот самый желтый металл 999 пробы с атомным номером 79. Вначале руда из бункеров рудного двора поступает на каскад огромных мельниц, где в крутящихся барабанах она измельчается до состояния порошка. Готовая масса поступает на сгустители, чтобы повысить плотность размельченной породы. Из сгустителей выходит уже пульпа. Она подвергается сорбционной обработке. На этом этапе в массу добавляют техническую смолу. Именно она насыщается драгметаллом. После золото отделяют от нее при помощи электролиза. И в итоге идет плавка катодного осадка. Здесь лежит 120 миллионов рублей. Один такой слиток золота весит 12 килограмм. И для того, чтобы получить его, необходимо потратить 12 тысяч тонн руды. И нужна работа в фабрике суточная. Это 250 человек. И один такой слиток золота стоит 24 миллиона рублей.
За 50 лет на Куранакской фабрике было переработано более 100 миллионов тонн руды и добыто более 200 тонн золота чистыми слитками. Сейчас добыча руды составляет 3 миллиона 785 тысяч тонн в год, производство золота 4235 килограмм в год. Алдан Золото на этом не останавливается и планирует к 2020 году увеличить объем добычи золота до 7 тонн в год. И для этого проводит очередную реконструкцию Куранакской ЗИФ. Одна из новых технологий, которая сегодня проходит испытания, которые вы сегодня видели, это кучное выщелачивание. На сегодняшний день мы проводим опытно-промышленные испытания в объеме 50 тысяч тонн. На следующий год планируем 250 тысяч уже промышленные, начнутся работы. И до 2020 года доведем объемы до 3 миллионов тонн. Вместе с фабрикой это ожидается прирост золота до 7 тонн по году. От модернизации фабрики зависит и будущее всей компании, ведь добыча руды и извлечение драгоценного желтого металла здесь намечено еще как минимум на четверть века. По последним оценкам, по запасам, объемы определяются примерно 175 тонн золота. Это перспектива ориентировочно на 25 лет. Компания «Алдан Золото» – это перспективная компания, которая имеет серьезные мощности, серьезные запасы, и которые в дальнейшем будут разрабатываться. Хотелось бы, чтобы население, местное население особенно, было в курсе тех дел, которые планирует провести здесь компания. И как можно больше хотелось бы привлечь молодежи. Здесь есть будущее, есть перспективы. Как видим, золотоизвлекательная фабрика, несмотря на внушительный возраст, не планирует уходить на пенсию. Впереди большие планы и широкие перспективы. Надежда Ефимова, Николай Необотов, Иван Тайтонов, ЕСЯ.